أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Благословение и приветствие посланнику Аллаха Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем единоверцам. Приветствую вас, дорогие соотечественники. Сегодня по воле Аллаха мы поговорим об одном из величайших нравов, который не раз упомянут Всевышним Аллахом в Священном Коране и нашим пророкам, да благословит его Аллах и приветствует, в своих хадисах и являющийся большим примером для всего человечества. Мы поговорим сегодня о почтительном отношении к родителям. В чем заключается смысл этого нрава? Ученые ислама сказали, что это доброе и почтительное отношение к родителям, ухаживание за ними, уважение людей, с которыми они дружили. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Поклоняйтесь только мне и относитесь хорошо к своим родителям». Всевышний Аллах связал поклонение себе с почтительным отношением к родителям, не разделяя их другим богоугодным действиям. Это говорит о том, что почтение к родителям является одним из самых поощряемых деяний в этом миру и будущем после поклонения единому Творцу. Почему мы говорим «в этом миру и будущем»? Потому что дела этого мира будут вознаграждены в мире вечном, ахирате. Также Всевышний говорит в Коране: если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «уф». Не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Наша религия предписывает нам быть с родителями крайне терпеливыми, ласковыми и снисходительными. Всевышний говорит далее: «Склони перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори: Господи, помилуй их такой милостью, которой они растили меня ребенком». Почтительное отношение к родителям – это один из благих нравов пророков Аллаха и авлия. Аллах говорит в Священном Коране о пророке Яхья, мир ему. Он был почтительным и добрым к родителям, не притеснял кого-либо и не проявлял непокорности. Почтительное отношение к родителям – одно из желанных Всевышним Аллахом деяний. Абдуллах, сын Мас'уда, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, какое деяние Аллах любит больше всего. Пророк ответил: своевременная молитва. Абдуллах снова спросил: а потом какое? Пророк ответил: хорошее отношение к родителям. Он снова задал вопрос: а потом? Он ответил: джихад, борьба на пути Аллаха. Мусульманину подобает трудиться в почитании своих родителей, чтобы они были довольны им. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел один человек. Он сказал: «О посланник Аллаха, кто имеет больше прав на хорошее отношение с моей стороны?» Он сказал: «Твоя мать». Этот человек спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». Человек спросил: «А кто потом?» Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, когда спрашивали о чем-то пророка, не уставали это делать и были ненасытными в этом, чтобы узнать хорошее до конца и следовать ему. Есть много хадисов пророка, в которых сподвижники добиваются всеобъемлющего ответа, несколько раз повторяя один и тот же вопрос. Он сказал: «Твоя мать». Человек снова спросил: «А кто потом?» И тогда он сказал ему: «Твой отец». Ученые-алимы говорят, что в хадисе мать упомянута 3 раза, а отец 1 раз, не из-за того, что степень почитания отца ниже. Однако мать с утробы проявляет к своему ребенку глубокую и всеобъемлющую любовь, испытывая все трудности. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 3 раза упомянул мать, и в 4-й раз отца.
Все эти аяты и хадисы наводят нас на важность почитания родителей, не выделяя одного от другого. От Абдуллаха, сына Амра, сына Аса, да будет доволен им Аллах, один человек пришел к пророку и сказал: «Я заключаю с тобой договор о переселении и джихаде, надеясь на вознаграждение от Аллаха». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал этому человеку: «Есть ли кто в живых из твоих родителей?» Человек сказал: «Да, они оба живые». Тогда посланник Аллаха сказал: «Хочешь вознаграждение от Аллаха?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха сказал ему: «Тогда возвращайся к своим родителям и будь с ними добрым и почтительным». Если мы хотим вознаграждения от Аллаха, мы должны быть бдительными во многих ситуациях. Просить разрешения при выходе из дома или отправляясь в дорогу, часто спрашивать себя, довольны ли мной родители или нет, так как отношение к родителям перед Всевышним имеет огромное значение. Как известно, некоторые родители бывают в неповиновении. Оба или один из них, некоторые в неверии. И когда они в неповиновении или в неверии, есть ли причина относиться к ним плохо? Даже если они в неверии, нет причины не почитать их. Шариат охватил все стороны таким образом, чтобы между мусульманами было согласие. Каждый должен умереть, и каждый в ответе лишь за свои деяния. Поэтому, даже если его родители находятся в неверии, он обязан относиться к ним хорошо, так как каждый будет отвечать за свои поступки, ведь почитание родителей – обязанность, возложенная Всевышним на детей. За свои слова родители ответят сами. Всевышний говорит в Священном Коране: «А если они будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им». Однако Всевышний говорит далее: «Сопровождай их в этом мире в добре». Сколько бы они ни находились в неверии или в неповиновении, не являясь мусульманами, послушание родителям обязательно. Исключение лишь в том, когда они требуют от детей непокорности Всевышнему. Хорошее отношение к родителям – это твой успех и в мирской, и в вечной жизни. Неповиновение родителям – это одно из деяний, которое наказывается Всевышним в этом мире, не откладывая на ахират. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Почитайте своих родителей, и ваши дети будут чтить вас». Если мы не проявим должное уважение к родителям, то это вернется к нам со стороны наших детей. Каждый готовит для себя будущее в послушании или в неповиновении. Пусть Всевышний дарует нам такое повиновение родителям, которое соответствует его шариату. Взываем к Аллаху помочь нам в этом. Неповиновение родителям, плохое отношение к ним, причинить им боль, выразить им самое малое недовольство является одним из самых тяжких грехов. Однако кричать на них, побранить, проигнорировать их желание или просьбу – это грехи наивысшей степени. Ахмад, сын Ханбала, сказал: «Хорошее отношение к родителям является искуплением от тяжких грехов». То есть, если человек будет искренне почитать своих родителей, то Всевышний простит ему его большие грехи. Бывают и те, кто плохо относился к своим родителям, люди плохого нрава. Девочка в подростковом возрасте, когда ей от матери перепадает мелкое, неприятное, бывает, она кричит и бранит свою мать. Такое поведение не подобает мусульманам, ни девочкам, ни мальчикам. Что включает в себя плохое отношение к родителям? Это невыполнение своих обязанностей перед родителями, грубый разговор с родителями или невежливое действие, которое ранит их сердца. Мусульманин должен быть чистым от всего этого. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам: «Не рассказать ли вам о самых тяжких грехах?» Сподвижники, да будет доволен им Аллах, сказал: «Да, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил тогда: «Предание сотоварищей Аллаху – ширк,
Плохое отношение к родителям. Это самые страшные грехи. Да убережет нас от них Аллах. Плохое отношение к родителям, как мы уже говорили, наказывается Всевышним в этом мире. Есть наказания, которые Аллах откладывает на загробную жизнь. Также есть некоторые дела, которые наказываются в этом мире. Одно из них – это наказание за неповиновение к родителям. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, Аллах откладывает наказание за все грехи, которые пожелает до судного дня, кроме непокорности родителям. Поистине, Он наказывает ослушавшегося родителей в этой жизни еще до его смерти». Просим Всевышнего, чтобы Он дал долголетие всем родителям, еще не покинувшим этот мир, чтобы Он дал детям веру и силы на почтительное отношение к ним. Пусть Всевышний дарует нам любовь и уважение к ним, а также почтительное отношение к тем, с кем они дружат или дружили. Да убережет нас Аллах от порицаемого и увеличит любовь к поощряемому. Пусть Всевышний сделает нас одними из тех, кто следовал сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и примером приближенных рабов своих. Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие посланнику Аллаха Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем единоверцам.